В рамках спецоперации «Жусан» в реабилитационном центре проводится реабилитационная работа и разъяснительно-практическая. Специалисты нашего центра, это теологи, психологи, проводят реабилитационную и разъяснительно-профилактическую работу. В чем она заключается? Это религиозное просвещение, это психологическая коррекция и социальная адаптация вернувшихся граждан Казахстана из зон террористической активности. На момент приезда женщин у них наблюдались определенные изменения сознания. В первую очередь это, конечно же, замкнутость, биполярность мышления, глубокая религиозная погруженность, переходящая в поле фанатизма. Это наличие черного никаба, одежды, перчаток и так далее. Какое у вас состояние, то, что вы приехали сейчас? Ну, непривычно, конечно, 7 лет. За 7 лет много чего забыто. И какие сложности? Сложностей нету, просто непривычно, да, то, что обратно вернулась. Одежда красивая, да, цветная вся, но я не привыкла к этой одежде. Изменение внешних признаков религиозности, отказ от черной одежды, от черных абаек, никабов и черных перчаток. Главные изменения – это, в первую очередь, это снижение уровня религиозного фанатизма, отказ от той идеологии, которой они придерживались и из-за которой они выехали в свое время в зону боевых конфликтов. У вас есть мечта? Не знаю, я даже не задумывалась об этом. Я там была когда, но я мечтала увидеть маму там, родственников. Вам сколько лет было, когда вы замуж вышли? 15. 15? Ну, 16. Это вас родители выдали? Или вы сами? У меня отец умер, в аварию попал. Родственники приехали, забрали нас. И двоюродный брат, короче, дядя сказал, говорит, я жениться хочу. И дядя спросил, на ком, ну, типа, он сказал, на ней. И дядя выдал. Маме сказала, ну, типа, жениться хочет племянник. Он выдал замуж. А ему было 15 лет, когда он женился. Вы с ним выехали все? Нет, он до меня был, он вперед меня выехал. Через 8 месяцев я уехала. О той жизни они рассказывают очень скупо. Почему? Потому что это, каждая история – это история трагедии каждой девушки и той семьи, которую она покинула. Многие девушки потеряли своих детей в период этой войны. Поэтому одно из направлений нашей терапии – это работа с психотравмами, которые они приобрели за счет за счет пребывания в Сирии. Это огромная боль, и все эти рассказы, они сопровождаются слезами этих девушек. У вас есть среднее образование, а высшее есть? Нет. Нет, вы не учились, да? Сколько вам сейчас лет? 29. 4 детей, 4 да? детей. У меня было 5, но один погода умер. А что с ним случилось? Он от истощения умер. От истощения? То есть есть нечего? Да, месяц ему было. А в каких условиях? Вот расскажите уже. Ну, в Бауле то еды не было. А рожали вы в каких условиях? Там больницы были? Я не стала в больницу. Почему? Условия там в больнице не очень были хорошие, я не хотела в больницу. А 2 детей дома родила. Родители знают, что вы приехали? Мама не знает, что я здесь. Как вы дальше свою жизнь представляете? Чем вы будете заниматься? Я не знаю. А дети? Про детей тоже я вообще даже. То есть вы сейчас не знаете, как дальше будете жить? И не думаете? Нет, я думаю, но я не могу иметь представления, как дальше будет. Не знаю, притеснять будут или что. У меня же есть такие дети, которые не здесь родились дети. Это сертификаты возвращения на родину, которые выдаются представительством Казахстана в других странах. Это выдается детям, которые возвращаются сюда на родину, так как они родились за пределами Казахстана. Дети, те, которые родились в Казахстане, мы восстановили дубликаты свидетельства о рождении, и дети пошли в детские сады. Сейчас восстановили всем свидетельства о рождении, даже тем детям, которые родились за пределами Казахстана. И сейчас они тоже, кто-то идет уже в подготовительный класс в школу, кто-то идет в детский сад. То есть процесс обычной жизни уже начинается. Все-таки они ходят в обычные школы? Конечно, они ходят в обычные школы. Дети не носят никаких хиджабов, никаких платков, ничего. То есть дети ходят нормально. Здесь поработали психологи? Да, здесь работали психологи центров, куда они распределены у нас.
Вернее, девочки поехали там, где живут их родственники, а у нас на сегодняшний день 13 таких центров областных, где это все находится и где они получают социальную помощь. Ну, вы знаете, что первые женщины с детьми вернулись в январе. Идет процесс социализации, и это длительный процесс будет. Но среди них есть уже девочки, которые сняли хиджаб. Это хорошо. То есть вы помогаете им тогда? Конечно. Второе. Среди них есть девочки, которые закончили курсы и сейчас уже работают по специальности. Есть девочки, которые вспомнили о том, что у них высшее образование, техническое, и они тоже устроились в соответствии со своей специальностью. Но дополнительно мы для них сейчас оплачиваем курсы для того, чтобы они 4 месяца еще могли обучаться и восстановили в памяти тот объем работы, с которым они могут справляться. Мы были счастливы, долго ждали этого дня. Дни считали, когда были у курдов, когда уже. Очень радовались. В реабилитационном центре вам помогли? Какую работу с вами проводили? Там, расскажите. К нам приходили психологи, теологи, религиоведы. Они нам проводили с нами работы, беседовали. Ну, это как-то вам помогло? Да, помогло. Они нас подготавливали к этому обществу, от которого мы уже отвыкли. Вот сейчас как вы себя чувствуете? Сейчас хорошо. Уже ко всему привыкла, как будто бы никуда и не уезжала. В настоящее время вы прошли обучение, да? Курсы маникюра, Ага. педикюра. То есть вы настроены на эту работу, да? Вы уже прошли обучение какое-то? Да, пока где-то, наверное. Опыта набраться нужно. Потом дальше. То есть вы видите себя в сфере бьюти-индустрии, Да, можно сказать. Вы месяц находились в реабилитационном центре. Чему вас обучали? Какую работу проводили? Там к нам приходила швея, она нас учила шить. Вы сейчас сняли никаб, хиджаб. Это ваше решение либо это? Мое решение. На первичном этапе нами была проведена диагностика в зависимости от ее психологического, эмоционального состояния, от ее личной волевой сферы. Были разработаны программы по их реабилитации, ресоциализации и адаптации в казахстанское общество. Работа проводилась в разных форматах. Это были тренинги, групповые тренинги, это были различные ролевые игры и индивидуальные беседы. Девочки смеются, говорят, планируем такой, сидим и спрашивают, ну там, как ты себя видишь в течение 5 лет? Я себя, говорю, прекрасно себя вижу. Я завтра, говорю, вылечусь, стану бизнес-леди, успешной женщиной, которая будет ездить на собственной автомашине, говорю. Еще, говорю, может, я замуж выйду, говорю. То есть, чем-то оптимисткой надо быть, оптимисткой. И опять же, я повторяюсь, да, надо любить свою родину, свой народ. И как ты себя преподнесешь этому обществу? Если хочешь, чтобы тебя опять так же, как до этого было, любили, уважали, общались, человек не должен врать в первую очередь самому себе. Не надо врать ни себе, ни людям. Будь честна с самим собой и с людьми, и у тебя все будет хорошо. Не надо притворяться. Один прекрасный день все вылезет, и ты тогда предашь тех людей, которые поверили в тебя, и опять же навредишь самой себе. Это ничего хорошего не приведет. Единственный комплекс, в чем я чуть-чуть замкнулась, это потеря моих детей. Да, вот. А так я знала, куда иду, зачем иду, для чего я иду, да, чтобы не допустить, чтобы оставшиеся мои дети не споткнулись опять вновь. Вот внуков вырастить нормально, достойным образом. Чтобы... То есть человек, он должен быть всесторонне развитым. Из-за того, что было знаний мало, всесторонне не были развиты, нам казалось, что вот домохозяйка этого достаточно, вот этого. Все, она нормальная, оказывается, нет. Поэтому надо и детей привить, в первую очередь, уважение к старшим. А когда приехали, опять тоже была отчужденность, сначала там фыркали, мыркали, не хотели хиджаб снимать, там, никаб снимать и так далее, не хотели не разговаривать. Почему? Потому что нам было преподнесено это так, что мы не должны с этими людьми разговаривать, мы не должны с этими людьми общаться. Там мы увидели
Это все доброту, любовь, вот это отношение. Люди, жертвуя своими семьями, оставили их дома, да, вот, например, я спрашиваю, вы уже за семьей скучаете? Они говорят, да, уже сильно скучаем. Но чтобы сделать, наоборот, нам хорошо, да, чтобы убедить нас в том, что, несмотря ни на что, наше общество нас применило, да, простило и так далее, вот это все, что хотят сделать из нас нормальных граждан. Есть психологи, теологи. Изначально я недоверительно к ним относилась. Благодаря этим психологам, теологам я вновь раскрылась. Были организованы мероприятия, это исполнение традиционных казахских песен. У нас получился очень такой задушевный, добрый вечер, и даже мы сами не ожидали, но этот вечер закончился коллективным пением гимна Республики Казахстан. Они говорили, что очень по нему соскучились, и несмотря на то, что они долго были вне своей родины, они помнили слова, и это было искренне от всей души. Недавно выехало несколько девушек уже домой, и они начали выходить на связь, предлагали свою помощь в качестве волонтеров в проекте Жусан-3, то есть разговаривать с другими девушками и помогать им в дальнейшей ресоциализации. Они сожалеют, конечно, они искренне сожалеют и раскаиваются в своих поступках, в своих действиях. И сейчас, вот благодаря вот этой реабилитационной программе, они искренне хотят попросить прощения общества, помочь обществу и воспитать своих детей в лоне патриотизма и уважения к своей родине. Я рад, что приехал в Казахстан. Очень нравится Казахстан. Одна из девушек сочинила стихотворение, называется «Горечь полыни», что запах полыни, который традиционно считается очень горькой травой, для них оказался очень сладок в связи с возвращением на свою историческую родину.